Около 2000 рублей вместо ожидаемых 1600. Столько из расчета дневной родительской платы 91 рубль составил месячный размер выплаты в марте для большинства родителей, чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения нашего города. Переплачивать сверхобычные нормы пришлось тысячам родителям по всей республике. Согласно официальным комментариям, подобная ситуация возникла в связи с уточнением льготной категории граждан и отмене родительской компенсации. Если раньше на первого ребенка компенсировалось 20% платы, на второго 50%, на третьего и последующих 70%, то оплачивать услуги за текущий месяц родителям придется уже в полном объеме. Однако, как комментирует ситуацию в городском отделе образования, данная мера является временной. В целях реализации внесенных изменений в закон Министерством образования разработан проект постановления правительства Республики Башкортостан, который на сегодняшний день на рассмотрении. До принятия данного постановления приостановлена выплата компенсационной платы в марте месяце, который будет перерасчитан в апреле 2017 года. Льготы для преобладающего большинства семей все же сохранятся. Претендовать на компенсацию по новым правилам будет один из родителей. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратного размера прожиточного минимума на каждого. Для справки, сегодня прожиточный минимум в республике составляет 8323 рубля. Таким образом, на компенсационные выплаты могут надеяться семьи, где на каждого члена приходится не более 12 485 рублей. Отметим, что ранее право на получение компенсации имели все семьи, независимо от доходов. Постановление, регламентирующее порядок предоставления льгот, в настоящее время проходит правовую экспертизу и в ближайшее время будет направлено в профильные ведомства муниципального значения. Тогда родители, входящие в льготную категорию, столкнутся с необходимостью подтвердить объем своих доходов в официальном порядке. Для получения компенсации родители представляют дополнительную справку из Центра социальной поддержки населения по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения. Уточняем, что Центры социальной поддержки населения выдачу справок начнут со дня подтверждения данного постановления. В целом, согласно данным Министерства образования Республики Башкортостан, большинства семей изменения в законодательстве не коснутся. Семьи, не входящие в льготную категорию, составляют всего 8% от общего числа по республике. Для остальных переплаты за март месяц будут компенсированы уже в апреле путем перерасчета. Для получения компенсации необходимо в срок до 1 мая предоставить в отдел образования соответствующие справки о доходах. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.